Набрал вот вещей, воду сразу себе, поставил пилу на всякий случай. В общем, машину так забил. Лед прет просто с бешеной скоростью уже. Я вас приветствую в весенней Якутии. Сегодня у нас 11 мая. Погода такая, так себе. Буквально час назад я еще бегал, солнышко было, жарко было. Сейчас тучи налетели. В общем, походу будет дождь. Но зато несколько дней назад еще шел снег, был минус. Так что нормально. Чем мы сегодня будем заниматься? Так получилось, что сегодня я снимаю сразу два ролика. Это получилось буквально 20 минут назад. Второй ролик неожиданно. В общем, суть основная же, что сейчас у нас на линии идет ледоход, и я хочу поймать этот момент вот в этом году. В том году вообще пропустил уже, смог снять только уже полный ход. И решил я поехать с ночевкой. Набрал вот вещей, воду сразу себе, поставил пилу на всякий случай. В общем, машину так забил. Гамак, не знаю, скорее всего буду ночевать в машине, потому что не хочу лагерь разбивать, еду в людные места. Но вот спальник свой новый взял, поесть, в общем, вещей набрал, нормально. Квадрокоптер обязательно, и все остальное. В общем, собрался я такой ехать, все уже там бегом-бегом, чтобы все успеть. А тут же все не так просто, потому что Лена-то она река мощная, но она состоит из множества проток. А основной мощь ледохода можно ощутить именно в основном русле. А вот те места, где русло реки примыкает к берегу, прям их не так много, вокруг Якутска. По сути, то, что я знаю, это вот выше по течению, откуда все начинается, это Табагинский мыс. Вот прошлой весной мы там гуляли, у нас была пешка по сопкам, по мыранам. Дальше, через Якутск, здесь вот, где паромная переправа, можно там посмотреть. Но там тоже протока, насколько я понимаю. Мне ребята сейчас съездили, посмотрели. Говорят, там все стоит, но ничего не движется. А дальше вот Кангаласский мыс, это уже не вниз по течению. Кангаласы, вот, где был я в прошлый раз, на разведку ездил посмотреть. Вот, то есть, по идее, можно вот сверху вниз так вот проехаться и попробовать вот что-то поймать, что-то, в общем, как всегда импровизирую. Просто забил вещами и поеду, там на месте разберемся. Есть еще один момент, связанный с началом весны, с ледоходом. Если помните, когда я был в Жатае, в Затоне, снимал выморозчиков, Ковалев Андрей Юрьевич, начальник Затона, он звал меня посмотреть, как они будут выводить корабли, как они будут ломать лед, вот это все. Я прям ждал. И вот сейчас решил, ему позвонить, как там дела. Оказывается, у них уже процесс пошел. Он мне звонил на телефон, но не дозвонился, я был не на связи. В общем, мы не состыковались. И в итоге я сейчас еду в последний день, завтра у них все заканчивается. И у меня так резко планы перевернулись, потому что я, на другой был настроен. А сейчас мне срочно надо мчать в Затон, потому что время уже сколько? 2 часа дня, 3-й час. А по идее у них скоро там все закончится, рабочий день. То есть они вот сейчас заканчивают. И вот на этом моменте теперь у меня ролики разделяются на 2 ветки. Первая в Жатай, другая, я, скорее всего, поеду для начала в Табагу. Еду. Время без 10:09. Я заскочил еще домой на 10 минут. Скинул с карты все, что я наснимал. Обнулил все, отформатировал. Табага. Что-то машин много едет в эту сторону. Двигайтесь прямо 3 километра. Лошадки дорогу переходили. Устроили небольшой затор. Это, похоже, протока здесь протекает. Прикольно. Вон там впереди Лена. Какая дорога маленькая. Как тут разъезжаться-то на ней? Узкий асфальт положили. Красавцы. Или типа ширина дороги не позволяла более широкий сделать. Да уж. Это вот старая Табака, я так понимаю, сейчас я еду. Населенный пункт. Ну-ка вот, чтобы разъехаться, приходится так вот с асфальту ходить. Прикольно.
Надеюсь, я дорогу найду. Мне сказали, что интуитивно понятно. Разберешься. Надеюсь. Разберусь. Что-то я сейчас проехал там. Ну-ка. Вон там куча машин. И люди. Я так понимаю, что все на ледоход едут смотреть толпой. Надо туда подъехать. Стану-ка я, наверное, здесь. Что тут интересного? Блин, вот этот момент, конечно, когда лед вот сюда, вот я хочу вот это поймать. Тот момент, когда лед идет, вот это все толкает мощь сюда. Вот это я, конечно, упустил. Здесь, по крайней мере. Не знаю. Ну, люди довольные, развлекаются, фоткаются. Тут мелко, поэтому безопасно. Оп. Так. Не, отсюда ничего не видно. Никакого ледохода. Здесь только сам прикол, что вот эти вот льды просто здесь вот накидало к берегу. Массы такие толстые. Вообще вода в другую сторону течет. Почему-то. Кругами ходит. Вот там вдалеке вот основной идет ледоход. А здесь вот в обратную сторону. Прикольно. Ладно, это все не то. Мне нужно другое зрелище. Народ радуется. Река вскрылась. Скоро лед уйдет. Можно будет перебираться на ту сторону. Это тоже такой период важный для всех жителей Якутии и всех, кто... Ну вот я смотрел фильм на Енисее, то же самое ждут, когда ледоход. Это прям такое событие целое. Открывается навигация. Рыбаки достают лодки, охотники. И начинается кипучая летняя деятельность, к которой я собираюсь в этом году плотненько присоединиться. Так, я так понимаю, что я же еду к базе. Блин, и все, что ли? Тупик. Ё-моё. Где-то, мне кажется, свернуть надо было. Оказывается, там был поворот направо, я его пропустил. Сейчас мне надо вернуться, уйти налево, и вот там вверх в гору где-то будет дорога. Сейчас найдем. Это я до базы Ленские Зори доехал. Здесь такая вот прикольная дорога. О, так, ну-ка. Сейчас мы... Тут же вон какой вид уже открывается, пока светло, что надо заснять. Сейчас темно, конечно, и отсюда далеко, но вот лед прет просто с бешеной скоростью уже. Офигеть. Ладно, надеюсь, я успею в Кангаласах этот старт процесса заснять. Или сейчас мчать туда. Не знаю, сейчас посмотрим. Вот почему плохо иметь маленькую машинку. Низенькую. Еле-еле он тут проехал. А там наверху дорога, говорят, так себе. Меня даже охранник про нее так жестко сказал, что едешь асфальт, а потом начинается дорога. Вот так вот. Представляю, что там будет, посмотрим сейчас. Ну, здесь мне нечего бояться. Так, ситуация какая? Ледоход здесь идет вовсю. Что-то сейчас надо посоображать. То есть мне важно, чтобы он до Кангаласов не добрался до завтра. Чтобы завтра я рванул отсюда, рассвет встретил и рванул в Кангаласы. Встречать его там. И хочу попасть как раз на стартовый момент. Вот, не знаю, получится, не получится. Если он есть вообще, есть, ну, по идее, должен быть. Я же не представляю, что это. Я так, мне в голову взбрело, что должен быть какой-то стартовый момент, что надо его ловить. Должна же быть какая-то начальная движуха. Не сразу же он бам и пошел. Но тут идет, конечно, конкретно уже прет. Прям вот скорость хорошая. На камере вряд ли было видно нормально. Надо сейчас как-то там к нему подобраться. Вот похоже, да? Наверх туда надо. Так, вот она начинается, плохая дорога. Жесть, грязище. Дальше просто не вижу, что там происходит. Есть дорога, нету. Где мне тут внутри забора
снаружи забора ехать. Ну, следы как будто бы снаружи. Да, еще квест доехать. Не, ну машины вон едут, значит нормально. Что тут переживать? Так, да, сюда поворачиваем, сейчас направо. Ну, мне так и говорили, вот там лэп вдалеке, что типа едешь и в сторону лэп дорога будет направо уходить. Запоминайте, путеводитель, кому нужно будет. Да, дорога вообще не дорога. И как тут низкие машины проезжали, непонятно. Ну, можно, наверное, тут, вот видите, так все вот. Колеи такие жесткие. Короче, тут вот лютая колея, не проехать. Машину поставил. Сейчас тут недалеко осталось, в принципе, до мыса, до самого. В общем, тут вот так вот. Я не рискну сюда лезть, в это место. Ну и все, кто там стоят, тоже не рискнули. Там были и большие машины. Ладно, сгоняю, гляну, что там как. И сейчас расскажу вам, какие мысли дальше. Ну, какие мысли. Посоветовался с ребятами, что если тут уже ледоход полным ходом идет, скорее всего, он до Кангаласов не дошел. Соответственно, лучше сейчас туда ехать, ловить его там. То сейчас уже, в принципе, сейчас время там 10 час, 10 уже. По идее, там светать уже часа в 2-3 начнет. Я, может, там пару часиков покемарю. Ну, или вообще не буду, не знаю. И встречу рассвет. И как раз там выше вероятность мне поймать именно вот самое начало ледохода. Да, не знаю, что будет видно. Ничего уже не будет видно, наверное. Ну, в общем, суть такая, что вот если бы я до сюда доехал, здесь крутая площадка. Ну, я так и планировал. Сюда заехать, здесь вот встать. Сюда. И тут вот ждать рассвета. О, какой вид. Ну-ка, по идее, должно быть чуть видно. Все, меня опять завораживает это зрелище. Ну, в общем, что хочу сказать. Надо ехать в Кангаласы. Я решил так. Это сейчас мне в обратную сторону, получается. 80 километров отсюда. Через Якутск и туда дальше, получается. И, ну, по навигатору часа 2. В общем, сейчас время уже у нас 10:20. Сейчас поем. Заварю что-нибудь себе похавать. Я как знал, что времени будет немного. Забегал когда домой. Сейчас набрал термос кипятка. Сейчас заварю себе какой-нибудь... Что-то типа такого. Джин рамен. Похаваю и в путь. 2 часа ночной дороги. Под музычку. И с утра будем встречать рассвет в Кангаласах. Так, а где моя вилка? Вот Маша растеряша. Ладно, есть запасная. Поэтому все время по 2 вилки, по 2 ложки. Потому что знаю, что могу посеять где-нибудь. Традиционно в таких вот походах автомобильных доширак. Ну, конечно же, сыр как яблоко. Как бы меня кто ни критиковал, я так очень люблю. Сварил еще сосисок. Я их прям так через пленку выедаю. Ну, яйца лень чистить, там еще яйца вареные. Хлебушек. Нормально. Отличный ужин. Мне сейчас только что подруга моя, Анюта Вдовина, написала сообщение в WhatsApp, вернее, надиктовала. Такое мотивационное. Она все не могла мои ролики посмотреть. И тут у нее дошли руки как раз до выморщиков. И мне вот похвалила меня, похвалила. Анют, мне очень приятно. Спасибо. В последнее время меня что-то Ани очень сильно мотивирует. Мне это нравится. Всем
Всем большое спасибо за поддержку, за мотивацию. Сейчас после этой мотивации вперед с новыми силами. На самом деле сейчас небольшое у меня обнуление. Ну такое, как бы мне кажется, сейчас такая вот небольшая перезагрузка. И сейчас я должен выстрелить. Прям попрет меня. Вот сейчас вот лето начнется и бух. Начнем. Тем, кому было неинтересно, станет резко интересно. Я уверен. Потому что у меня нет других вариантов. Затеял дело, надо делать. И делать так, чтобы было интересно. Все, тронули. В общем, время 12, я в Якутске. Дальше едем в Кангаласы. Не задерживаемся. То есть, по идее, похимарить бы сегодня еще. Чуть-чуть хотелось бы. Уже спать хочется. А рассвет уже вот-вот, скоро. Пару часов и все. Ну все, я добрался, Кангаласы. Время 10 минут второго. Нормально. Часик, может, еще перекимарить успею перед рассветом. Так, ну что, я нашел. Ничего не видно. Вот на фоне ночного неба примерно может быть понятно, что вот передо мной река. Вот край. Вот идет спуск туда прям вниз. Тут прям такой обрыв. И вот впереди река. И я смотрю, что лед стоит. Здесь еще ничего не пошло. Это круто. Я успел. Буду караулить сверху, и как только увижу движуху, поеду вниз. Надо сблизи все это заснять, весь процесс. Лесок здесь такой. Ну ладно, пока отключаюсь. Посмотрю, что еще будет сегодня интересного. А так в темноте нет смысла снимать. Ждем рассвета. Чай в термосе за весь день остыл. Это я, считаю, его налил где-то в час дня. А сейчас уже почти 2. Подогреваю. Все, 2 часа. Надо немножко поспать. Пару часиков мне хватит. Спокойной ночи. Да, я думаю, что на этом надо закончить первую часть этого видео. А продолжим его второй. И узнаем, поймали я ледоход или нет. В 4:15 дубить начал. На 20 минут отъехал